Здравствуйте, мои дорогие, любимые, с вами снова канал Alive. И сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему. Главная тема для вас на сегодня. И хорошие новости уже скоро. У нас с вами будет 3 позиции. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, и значит оно актуально для вас прямо сейчас. И теперь я буду выкладывать наши с вами карты. Я буду сначала делать 3 позиции на Таро, а потом уже возьмем в конце видео совет ангелов для вас. Совет ангелов. И пока я тасую, выкладываю карты, я вас приглашаю на индивидуальные расклады, консультации и ритуалы. Пишите мне в Viber, WhatsApp, ВКонтакте, в Instagram, в Telegram. Я вам отвечу, сообщу все свои условия, цены, и мы с вами обязательно поработаем. Итак, 3 позиции. Я их буду обозначать нашими любимыми брошечками. Первая позиция. Вторая позиция. И 3-я позиция. 1-я, 2-я, 3-я. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, а потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с самой первой позиции, а остальные я отставляю в сторону. Естественно, 1-я карта – это в каком аркане вы сейчас находитесь. Итак, 1-я позиция. Первая позиция, первая карта, аркан, в котором вы находитесь, это 2 жезлов. Прекрасный аркан, он показывает, что вы планируете сейчас свое будущее. Более того, вы находитесь в выборе. Выбрать 1 жезл или 2 жезл. Одну возможность, идею или другую возможность и идею. Одного человека или другого человека. Также это может карта означать, что тщательное планирование. Да? Может, у вас даже работа связана с планированием. Соответственно, вы на фокусе находитесь. Вы смотрите вперед, смотрите в будущее. Вы знаете, что скоро вам придется много сделать, много действовать. Может, вы смотрите куда-то за границу. Может, вы смотрите куда-то в другой город, на другое место работы, да, и так далее. В другие какие-то перспективы, в новые перспективы. То есть вам открывается дверь в новое ваше будущее, счастливое будущее. И вы, конечно же, знаете, что для того, чтобы туда шагнуть, нужно тщательно все продумать. Главная тема для вас на сегодняшний день. Ваша жизнь. Какая главная тема в вашей жизни на сегодняшний день? 7 жезлов. Самая главная тема на сегодняшний день для вас – это все-таки некая борьба. Борьба может быть с конкурентами, борьба может быть с соперниками, с соперницами, с вашими какими-нибудь, не знаю, врагами, да. И также дать отпор тем, кто пытается вам в чем-то помешать. Кто-то как будто бы кидает вам свой вызов, да, мол, может быть, жизнь даже заставляет что-то сделать, может быть, какие-то обстоятельства, или, мол, какие-то люди говорят, я хочу там посоревноваться с тобой, или я хочу от тебя чего-то, а вы говорите, нет, я тебе этого не дам. И вот как бы вызов брошен, и вы пытаетесь, не знаю, защищаться, или проявлять упорство, или, может быть, преодолевать какие-то проблемы, препятствия, соревноваться с этими людьми. И, конечно, вы чувствуете некоторое напряжение, усталость. То есть главная тема дня – борьба, а значит усталость может быть от этой борьбы. Между прочим, часто в личных отношениях 7 жезлов означает некие конфликты, которые так или иначе нужно разрешить, чтобы больше не мучиться, да? Больше не мучиться над этими проблемами и конфликтами. Все равно в паре это решаемо диалогом, как говорит наш один из излюбленных психологов Сатья. Так, теперь смотрим хорошие новости для вас в скором будущем. Какие? Королева Пентаклей. Это новости о благосостоянии. Скоро придут денежки в вашу жизнь. Королева Пентаклей всегда показывает денежные перспективы. Она показывает хорошее финансовое положение, хорошую заработную плату, прибыль,
клиентов, она показывает жить в богатстве, в процветании, в достатке, когда у тебя все-все есть. Посмотрите на ее жеманное, богатое лицо. Посмотрите на этот большой пентакль, между прочим, подкрепленный луной, да. Она очень похожа на жрицу в этой колоде. А все потому, что она магическим путем, может быть, свои деньги привлекает. Хорошие новости, может быть, от женщины даже о деньгах, или о денежной перспективе, или о денежном движении. Вы знаете, королева Пентаклей — это могут быть новости от семьи, но, опять же, перспективы денежные у семейных пар, может быть, у каких-то близких вам, или семейной женщины, да, там, у которой которая как-то связана с вами и влияет и на вашу семью, и на вашу жизнь. Может быть, члены семьи начинают больше зарабатывать, и появляется хорошая работа с перспективами, с карьерной лестницей. Иногда королева Пентаклей означает новость хорошую о беременности, о том, что скоро кто-то будет рожать, о прибавлении в семействе. Она может означать известие о свадьбе, потому что там, может быть, ваша дочь выходит замуж или сын женится. Или, может быть, вам делают предложение руки и сердца и говорят: я на тебя смотрю серьезно, я хочу с тобой быть. Конечно, это разум. Это разум, и значит, что человек твердо стоит на ногах, поэтому вы скоро твердо будете стоять на ногах. И это может быть общение с эмоционально зрелым человеком. Поэтому тут на какую-то женщину можно положиться. Она довольно добрая, хорошая, она вас не подведет. Хорошие новости. Так, смотрим дальше. Какая у вас энергия? То есть какая энергия будет вам помогать, какая энергия у вас будет работать на благо вас и вашей семьи, может быть. Вот именно какая энергия вам, ну не знаю, помогает, нужна, да? Ваша энергия нужная для вас. Какая будет у вас в скором времени. Паж Пентаклей. Вот видите, опять Пентакли. Это энергия Земли. Это энергия большой перспективы, новых начинаний. Это молодая энергия. И поэтому вы будете процветать. Вы будете, ну, не знаю, как будто бы жить вот в новой весне. Да? Вот новая весна для вас наступает. Новая молодость или как обновление, омоложение. Энергия молодости. Поэтому вот такая именно энергия, она скоро будет у вас в душе, в сердце. Она будет вам помогать, она будет вас вести. Это открывается какая-то дверь, какая-то перспектива. Идут хорошие новости, опять же, да. Курьер приносит письмо, или доставляет сообщение, электронная почта, или WhatsApp, там, я не знаю, Telegram, ВКонтакте теперь, в Одноклассниках, вот. И вы получите от кого-то известие, весточку. Такая энергия новостей, да, свежих новостей, свежий ветер идет в вашу жизнь. Поэтому здесь радуйтесь. Паж Пентакли — это положительная энергия, которая правит балом, которая наконец-то будет вам в жизни открывать новые дороги, новые перспективы, новые двери. Смотрим теперь послание вашего ангела. Честность. Мудрость ангелов напоминает, что каждое ваше слово, мысль, эмоция и действие отображаются на вашей ауре. Если вы честны, то ваша аура кристально чиста, а следовательно, все люди вокруг вас чувствуют себя в полной безопасности. Ангелы советуют вам заглянуть внутрь себя и избавиться от всех мрачных мыслей. Когда вы абсолютно честны сами с собой, то и ведете себя с присущей вам прямотой и открываетесь всем, ведь вам нечего скрывать. Люди уважают вас и доверяют вам. Они отвечают искренностью, потому что вы сами излучаете честность по отношению к ним. Аффирмация: «Я честен в своих помыслах, словах и поступках». Ну вот такая вот замечательная карта для вас от ваших ангелов. Всем спасибо, первая позиция. Я очень рада, если вам понравилось это видео, обозначьте об этом, напишите какой-нибудь комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на канал Элайф. Это для нас сейчас очень важно, особенно если вы зрители из-за рубежа. И я перейду к позиции номер 2. Позиции номер 2.
Главная тема для вас. Хорошие новости скоро. Наша вторая позиция. И первая карта. В каком аркане вы сейчас находитесь? Рыцарь жезлов. Прекрасный аркан. Он говорит о вашей стабильности. Неправильно сказала. Мобильности. Вы идете в ногу со временем. Вы подвижный человек. Стабильности это не про вас точно сейчас нет. Стабильности нет у рыцаря жезлов. Он скачет. Он скачет как бешеный постоянно. Он наоборот, он собирается в путь, в дорогу. Ему нужно наверстать что-то. Может, что-то упустил, да? Он срочно хочет кого-то догнать. Он испытывает к этому миру, к этой жизни страсть. Он испытывает страсть к человеку, возможно, влюблен. И также этот человек ревнивец, да, собственник. Этот человек готов на все ради своего любимого человека или ради своих целей. Человек, идущий к целям, несмотря ни на что. Вот стабильностью здесь, конечно, не пахнет, неправильно я оговорилась, но сам факт. Вы яркий, огненный, подвижный. Вот так. Путешественник. Человек, который готов хоть куда рвать, метать, бежать. И отбивать свое тоже готовы, конечно. Упустить вы не можете, это не про вас. Вы довольно пробивной человек, инициативный и позитивный, конечно. Иногда говорят, что рыцарь жезлов, он настоящий, такой вот, занимающийся похождениями по разным людям. Но это неправда, не всегда. Не всегда он меняет партнеров, партнерш нет. Иногда он просто является душой компании, да, который болтать любит, заводит много связей. Может быть, вы сейчас просто обрастаете связями, контактами, новыми клиентами, или просто хочешь жить, умей вертеться. Давайте посмотрим главную тему для вас на сегодняшний день. Какая главная тема? Пятерка кубков. Пятерка кубков означает, что вы наткнулись на проблему. И почему рыцарь жезлов-то возник вообще? Он возник из этой проблемы. Вот некоторые люди от проблемы удручаются. Вот вам озвучили проблему, или вы с ней как-то лицом к лицу, да, столкнулись. И сначала вас она тоже немножечко так выбила из колеи, вы разочаровались. Это правда. И многие люди так. Они когда видят проблему, они разочаровываются, опускают голову. Показалось, что у вас есть неудача. Показалось, что пора расставаться с мечтой. Получился внутри пессимизм, разочарование полное. И, может быть, даже, не знаю, вы пробовали что-то, пытались заработать, сделать, или выздороветь, или еще что-то, или построить отношения. Но это ни к чему не привело. Естественно, не сбывшиеся какие-то ваши ожидания карта показывает. И, соответственно, почему вы находитесь в рыцаре жезлов, да? Потому что вас это взбудоражило, взбеленило. Есть люди, которые опускают голову перед своими трудностями. Вот столкнулись вы с проблемой. Сначала грустненько стало. А вы вот такой человек, лидер. Вы сказали, проблема это вызов. Вот рыцарь жезлов, вызов. Буду преодолевать. Буду брать эту гору. И возьму быка за рога, на аркан. И жизнь бросила мне вызов. То я сейчас буду бороться. Я такой прям крутой герой, да? Я буду сейчас... Вы вообще меня не узнаете. И я буду, достигать еще большего. То есть вот как-то у вас оптимизм появился после, да, в чем-то вы воодушевились после того, как с этой проблемой столкнулись. Главная тема сейчас для вас – это проблема. Вы ее стремитесь решить. Это хорошо, потому что многие бы спасовали и легли, и все. А вы нет, вы другой человек. Для вас эта проблема, это просто, как красная тряпка для быка. Тык-дык, 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 и все. Я считаю, вы прекрасны. Вы человек, который действительно умеет преодолевать трудности. Вы сильный человек. Какие для вас будут хорошие новости-то скоро? Ну-ка, давайте посмотрим. Справедливость. Закон вам что-то разрешает.
То есть скорые новости, хорошие новости о том, что закон что-то разрешает. Закон на вашей, мол, стороне. Понимаете? Фемида занесла свой меч над вашими врагами. Не всегда над нами только заносит Фемида меч. Не всегда настолько кармой бьет по голове. Иногда наших врагов тоже бьет. Тоже бьет. И вот кто-то вам, может быть, что-то сделал не очень хорошее. Но хорошая новость заключается в том, что он получит по всей строгости закона. Это, во-первых, а во-вторых, по всей строгости закона Вселенной, Божьего закона, кармического закона. Более того, хорошая новость о том, что вам идут разрешительные документы, оформление документов, оформление таких, может быть, справок, которые вы раньше не могли оформить, прав собственности, покупки, там, не знаю, жилья, недвижимости, земли, но только это вам причитается. Вам это получится сделать, чего раньше у вас не получалось. Новость разрешится, но только по закону. То есть это сразу карты обозначили, что проблема вот эта разрешится, но только по закону. Новость хорошая идет именно о решении проблемы. Но именно, понимаете, как сказать, может быть, вы столкнетесь с бюрократией, да, чтобы решить. А может, вас позовут вообще на работу в госучреждение или в какую-то очень крутую фирму, которая регулируется законом. Я же не знаю, с какой проблемой вы столкнулись. Может, вы с безработицей столкнулись, с безденежьем. Тогда у вас все будет. Какая энергия вам помогать будет в скором времени? Вообще, какая энергия тут правит, да? Энергия рыцаря Пентаклей. Земная. Энергия земная, стабильная. Медленная, вяло текущая энергия. Такая тяжелая энергия. Но это энергия, опять же, справедливости. Энергия тщательности, работы, рабочего человека. Может быть, энергия мужчины, знака Земли, или с асцендентом в Земле. В общем, вам кто-то как помогает, надежный, но медлительный. Вот так могу сказать. Его энергия вам помогает, во-первых. Во-вторых, карта просто показывает денежная энергия. Энергия медленно поднимающегося человека вверх по лестнице, по карьерной. Просто медленно растущая денежная энергия, денежная перспектива, земная энергия, энергия Земли. Энергия, опять же, бюрократов, энергия, опять же, всяких решения всяких документальных проблем, проволочек, вот такой вот, что тщательно сидит вот бумажный, да, червь ковыряется там в бумажках, вот. Но он потом решает, да, решает, и у него все получается вам оформить, вот как бы так. Ну, в любом случае, хоть и с медлительностью с такой, но у вас идет помощь от высших сил, и чтобы это все было без всяких каких-то нюансов, которые бы вам потом мешали. Теперь послание вашего ангела-хранителя смотрим. Отрешенность. Согласно духовному закону, вы можете иметь все, что пожелает ваша душа. Тем не менее, если счастье, чувство защищенности или уверенность в своих силах зависят от кого-то или чего-то в вашей жизни, то вы будете привязаны к этому человеку или вещи. Эта привязанность тянет вас на уровень низких вибраций и не позволяет двигаться дальше. Просите ангелов, чтобы они помогли вам освободиться от всех уз, связывающих вас с людьми, вещами и эмоциями. Если все связи разорваны, вами не смогут больше манипулировать. Это поможет вам восстановить свои силы и стать собой. Освободите свой дух и дух людей вокруг вас прямо сейчас. Аффирмация «Я освобождаю всех и все. Мой дух свободен». Не надо зависеть от этой проблемы и людей, решающих ее. Или создающих ее. Просто помните об этом. Вот такая позиция у нас номер 2. Я надеюсь, что позиция вам понравилась. Если вам понравилось или нашло ваш душевный отклик, пишите свой комментарий, поддерживайте наш канал, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал Live. А мы перейдем к позиции номер 3. Первая карта. Тема у нас гадание онлайн на Таро. Главная тема для вас сегодня, сейчас, в жизни. И хорошие новости скоро. Первая карта, в каком аркане вы живете на сегодняшний день.
Вы император. Сильная личность с мужским темпераментом. Вы знаете, это направленная энергия точно в цель. А вот смотрите, вот у него тут даже ангх есть. Это такая божественная даже энергия. Энергия силы, власти, может быть. Все-таки какое-то благословение. И мудрость веков. Вы очень мудрый человек, вы авторитетный человек, вы правитель, у вас есть лидерские качества. Вы твердо в жизни стоите на ногах. Вас просто так ничем не собьешь. Нынешние события не могут вас вывести из колеи, потому что вы уже прошли огонь, воду, медные трубы. У вас уже все это было много раз, и ничего страшного, вы все переживете. А еще сможете организовать тех людей, которые зависят от вас. А также, возможно, в вашей жизни сейчас очень важную роль играет какой-то мужчина. Либо вы выполняете мужские функции. Ну, император, да, часто влияет мужчина на жизнь, и от него многое как бы зависит, да, зависит. Главная тема для вас на сегодняшний день в жизни – смерть. Это главная тема, это покинуть что-то, кого-то, зону комфорта, поменять свою жизнь кардинально, отказаться от чего-то. Это главная тема для вас. Расстаться с чем-то, с кем-то, разрубить. Может быть, вы на грани развода, например, если вы его хотите, да? Главная тема – взять и отпустить. Может быть, вы на грани того, чтобы уволиться с работы, поменять место работы, поменять место жительства, выбросить кучу старых вещей, с которыми очень сложно расставаться, которые вы безумно любите, и так далее, и так далее. То есть что-то придется менять, вы так считаете. Это ваша внутри главная тема. Мне что-то придется менять в жизни. Это важно для меня, и я не знаю, как я это переживу. Идет трансформация, идет перемена, а вы не знаете, как с этим кризисом справляться. Вам кажется, что всюду кризис вокруг вас. Вы выпали из зоны комфорта, может быть, уже. И, естественно, вам сложно, потому что вы устойчивый человек, но вы будете стоять до конца. Вы уже такие проблемы переживали. Просто жизнь и снова изменится. Хорошие новости для вас скоро. Королева жезлов. Новости действительно хорошие. Может быть, будут исходить от женщины. Новости о перспективах, о больших перспективах. Скоро у вас идет в жизнь белая полоса. Вам кажется, что эти перемены будут такие сложные. Нет, не обязательно. Вы проявите уверенность в себе, независимость и мужество, действительно. Вот. И решительно будете действовать с оптимизмом. У вас идет очень большой успех в скором времени, и новости будут только об этом, что может быть какой-то успешный проект, хорошая успешная работа, где больше платят там, да, или где больше перспектив будете жить. И получается так, что, да, эти новости может принести женщина, но сам факт – это энергия огня. Это энергия огня такая же, как у императора, который символизирует знак зодиака Овен. Королева жезлов тоже может его символизировать, и также стрельца и льва. И мое мнение, что здесь много огня в картах. Несмотря на 13 аркан, карты четко показали, ваша жизнь может измениться, но только в лучшую сторону. Ваши перспективы изменить в жизнь именно в лучшую сторону, в лучшие условия перейти. Королева жезлов – это человек, который создает себя сам, создает сам свой имидж, занимается творчеством, бизнесом, яркой работой, влияет на судьбы других людей только в положительном ключе. Это энергия богатства и процветания, хорошего здоровья, выздоровления, физических сил, энергия. Поэтому здесь вам жаловаться не на что. Да, жизнь меняется, но в лучшую сторону. Вы перейдете в белую полосу, все будет хорошо. Давайте посмотрим теперь для вас, какая энергия будет этим править, какая энергия будет вам помогать. Энергия башни, яркая, огненная энергия. Энергия аркана, она разрушает все старое, ненужное, прошлое, карму, тяжелую карму. Вы знаете, по башне, стены башни в старшем аркане, да, башня именно, они символизируют нашу карму.
Когда мы находимся внутри башни, мы ее отрабатываем. Когда башня рушится, старая тяжелая карма рухнула. Это энергия огня, это энергия, как это сказать, как Божий перст, да, или как указующий, да, перст, энергия молнии, энергия грома. Да, она разрушает, но разрушает ненужное нам. Мы этот крест несли столько времени, может быть, лет. Естественно, хватит его нести уже, хватит отрабатывать. Поэтому башня взрывается. Вы строили для себя эту тюрьму много лет, эмоциональную тюрьму, а может даже физическую. И пора это разрушить, понимаете, пора. Пора отказаться от этого и выйти в новую жизнь, счастливую жизнь. Может быть, вы женщина и почувствуете себя женщиной, а не императором. Тот, кто выполняет мужские функции. А у вас будет император, который подстать вам мужчина, хороший, да, хороший, перспективный начальник или просто лидер. Понимаете? Как сделать так, чтобы у женщины-лидера был мужчина-лидер? Женщине нужно на время перестать быть такой уж командиршей. Что вам скажет ангел-хранитель? Ясность. Мудрые ангелы говорят, что сознание, захламленное беспорядочными мыслями, это нездоровое сознание. А сознание, пребывающее в чистоте и спокойствии мыслей, это божественное сознание. Позвольте мудрости своих помыслов излучать свет и избавлять ваше сознание от постоянных размышлений. Знайте, что ангел привлек ваше внимание к данной проблеме и сейчас ожидает, когда же сможет помочь вам в этом задании. Поищите спокойствие внутри себя. После этого вы сможете пролить сияющий чистый свет на каждую сферу своей жизни. В сиянии этого света ангелы откроют вам новый вид бытия. Вы по-новому взглянете на вещи и сможете принимать решения, исходя из своей внутренней силы и ясности. Аффирмация «Мой разум спокоен и ясен». Вот видите как? Видите? Вот такая у нас третья позиция. Спасибо вам за внимание. Если вам ваша позиция понравилась, обязательно ставьте лайк этому видео, пишите комментарии, переходите на канал Элайф, подписывайтесь на него и смотрите другие мои видео. Каждый актуальный момент вашего просмотра. И также знакомьтесь с другими моими каналами «Школа Таро Альвиен» и «Гадания, заговоры, ритуалы» Карина. И также с другими ресурсами. Телеграм-канал, также канал «Школа Таро Альвиен» на Яндекс.Дзен. И у меня есть группа ВКонтакте «Диагностика, сканирование целителями». Обязательно везде присоединяйтесь. Всем пока и до новых встреч!